Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан предложил прикаспийским странам создать совместные логистические центры. Рахимберди Джапаров посетил с рабочим визитом Японию. Туркменская делегация изучила в Германии опыт цифровой медицины и другие новости. Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Хаджимурат Гильдемурадов в ходе выступления на третьем Каспийском экономическом форуме в Тегеране предложил прикаспийским государствам создать совместные логистические центры и платформы. Председатель правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберди Джапаров совершил рабочий визит в Японию. В Токио состоялся ряд встреч, направленных на расширение туркмено-японского сотрудничества. Делегация в составе специалистов Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, представителей агентства «Туркменсвязь» и Туркменского инженерно-технологического университета имени Огусхана посетили ведущие германские клиники. Центральноазиатская конференция по вопросам изменения климата пройдет в Ашхабаде с 13 по 15 мая. В ходе конференции представители государственных структур и международные эксперты обсудят механизмы климатического финансирования и реализацию экологических инициатив в регионе. В Министерстве образования Туркменистана состоялась встреча с делегацией Ноттингемского Трентского университета Великобритании. Стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере высшего образования, в частности, совершенствования преподавания английского языка, программ подготовки педагогов и академических обменов. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел встречу с делегацией управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Стороны подчеркнули важность совместной консультативной работы по разработке национальных планов и программ в области прав человека, совершенствованию демократических институтов в Туркменистане и присоединению к международным договорам. Археологи сделали историческое открытие в Египте. Найдена гробница фараона Тутмоса II, правившего около 1493-1479 годов до нашей эры. Это первая обнаруженная гробница фараона за последние 100 лет. В одном из крупнейших городов Филиппин запустили необычную инициативу по борьбе с лихорадкой денге. Местным жителям предлагают деньги за пойманных комаров. За каждые 5 пойманных насекомых жители могут получить 1 песо. Причиной такого решения стал рост случаев заболевания лихорадкой денге в стране, уже приведшей к гибели 2 студентов. Пойманных живых комаров и их личинок уничтожают с помощью ультрафиолета. На прошедшей в Ашхабаде конференции Федерации футбола Туркменистана Гуванч Мухаммед Овеков был единогласно переизбран на пост председателя на 4-летний срок. В конференции приняли участие представители ФИФА, АФК, НОК, Министерства юстиции и Госкомитета по физической культуре и спорту Туркменистана. В ходе конференции также были избраны заместители председателя. Рахат Гараджаев занял пост первого заместителя, а Назар Чолиев стал вторым заместителем. Кроме того, участники мероприятия сформировали новый состав исполнительного комитета ФФТ. Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов. В среду в раунд плей-офф пробились мадридский Реал, французский ПСЖ, Дортмундская Боруссия и ПСВ из Эйндховена. Днем ранее путевки в 1/8 финала завоевали Брюгге, Мюнхенская Бавария, Роттердамский Фейнорд и Лиссабонская Бенфика. Все перечисленные команды присоединились к 8 клубам, которые ранее гарантировали себе место в плей-офф. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля. Первые матчи запланированы на вторник, 4 марта. Ответные встречи пройдут 11 марта. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.